Продолжая тему, мы пригласили в студию заместителя генерального секретаря Совета тюркоязычных государств Адахана Мадумарова. С ним беседует директор студии «Алато» Нарун Айып. Нарун Айыпович, вам слово. Спасибо. Добрый вечер, Адахан Кисимбаевич. Спасибо, что пришли на студию. Спасибо. В прошлый раз вы приезжали в Бишкек по делам организации медиафорума тюркоязычных государств. На этот раз какие задачи вы ставите перед собой в этот приезд? Да, мы в тот раз давали краткую информацию. Следующая поездка будет приурочена к тому, что впервые будет проводиться Всемирные игры кочевников. Я горжусь, что вот этот вот проект именно выпало на нашу долю, и даст Бог, мы будем проводить вот это мероприятие. Она имиджевая, это брендовая. Брендовая, это как раз будет играть свою положительную роль по отношению к нашему государству. Почему? Потому что в более 40 государствах будет прямая трансляция. Я думаю, будет организовано, это будет организовано. Мы сейчас как раз вот этот вопрос решаем, процедуру решаем, как она будет освещаться, в каких государствах будет освещаться и на какие средства будет это все организовано. Мы как раз это обсуждаем. Я думаю, что почему я громогласно говорю, что это брендовая, даст Бог, она будет традиционная. Мы хотим превратить традиционную, своего рода Олимпиада кочевников. Или Олимпиада игр кочевников. Это как будет? Есть Олимпиада, а на английском языке кочевники переводятся как намад. Это будет, наверное, намадиада. Намадиада. Я думаю, что это будет вызывать огромный интерес. Потому что традиционные какие-то международные соревнования, она как бы уже не вызывает того интереса, который был. Я не знаю, я в детстве, когда были чемпионаты мира по хоккею, мы до утра не спали. С отцом вместе смотрели. А сейчас, что идет чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по какому-то виду спорта, она не вызывает такого интереса, потому что уже традиционно стало. А вот то, что касается игры кочевников, это будет вызывать огромный интерес. И когда они будут проводиться? Мы планируем, что буквально на следующей неделе прилетает достаточно большая делегация и представительная делегация, уважаемые люди из более чем 10 государств. На берегу Иссык-Куля мы хотим презентовать, как эти будут игры проводиться. Потому что когда я был в Баку, проводил переговоры по этой проблеме, и в Анкаре то же самое спрашивают, а как вот такие виды? Потому что недавно мы в Стамбуле собрались, и между этими государствами провели малую презентацию, я бы так сказал, малую презентацию. Они сильно заинтересовались. Теперь будет большая презентация на берегу Иссык-Куля, это будет 25 января уже, вот уже буквально остается 10 дней. Большая презентация будет, и они очень заинтересованы, чтобы кыргызские специалисты за оставшееся время, это мероприятие будем проводить, даст Бог, с 1 мая по 5 мая, в течение 5 дней. К этому времени, чтобы они подготовились, я вам честно скажу, что некоторые виды игр, именно конные игры, сохранили только кыргызы. Некоторые виды. Вот, допустим, кызхумай у казахов есть были, и у кыргызов. А у некоторых государств они не остались. Тыйненмей. То же самое. Они говорят, от үстінде күрешу был еңиш. Вот эти вот виды, они имеют право некоторых специалистов с кыргызской стороны выписывать в качестве тренера. Вот они будут тренировать, как итальянские суперспециалисты тренируют сейчас, и турецкие футбольные клубы, и английские клубы, и немецкие клубы. Точно так же, возможно, выдающиеся наши кыргызские всадники, они будут тренировать эти команды. Более чем 10 государств. И когда будем делать большую презентацию, там же и хотим утвердить общие правила проведения вот этих вот игр. Для начала мы берем сейчас 5 видов, а потом в дальнейшем каждое государство имеет право предлагать о включении какого-то вида, именно связанное с играми кочевников, именно конные виды спорта. И будем рассматривать, будем включать. Я думаю, что будет это очень интересно. И более того, когда будет прямая трансляция, это на берегу жемчужины нашей страны,
я думаю, что это будет огромный плюс показать Кыргызстан как страна величайших гор, страна чистейших вод, прекраснейшее озеро Иссык-Куль. Я думаю, не без этого. Мы, наверное, будем стараться охватить все, чтобы именно вот эти мероприятия привели максимальный положительный имидж для нашего государства. Когда намечается олимпиады, за много лет вперед определяют, в какой стране, в каком городе будет. На этот раз были такие, мы проведем или в другом месте проведем? Были очень большие заинтересованности. Лично президент Монголии был заинтересован, чтобы эти игры провелись в Монголии, потому что он был, как президент, готов вложить определенные средства для того, чтобы эти игры как раз провелись в Монголии. И когда мы в Стамбуле буквально недавно презентовали, малую презентацию делали в Стамбуле, наши казахские коллеги говорили, почему мы совместно не можем провести, почему это нельзя проводить в Курдае, совместно кыргызско-казахское. Я думаю, что инициатива кыргызская сторона, инициативу брал именно Кыргызстан, именно решение Совета глав государств, тюркоязычных государств сыграло огромную роль, чтобы страной, родиной проведения вот этих игр будет в Кыргызстане. Я думаю, что это огромный плюс, я еще раз говорю, я горжусь, что впервые эти всемирные игры будут проводиться на нашей священной земле. Я горжусь. Я безумно рад. Я просто с тех пор просто порхаю и летаю.